Бисмилля, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. На прошлом уроке начали брать некоторые адабы, этикеты, дуа, для того, чтобы правильно делать дуа, для того, чтобы дуа было принято. И одно из таких этикетов – это аль-вуду, это брать тахарат. Дуа можно делать и без вуду, без малого тахарата, можно делать и без гусля, но лучше будет, если человек будет пребывать в наилучшем своем состоянии, когда он делает дуа, когда он просит Аллаха субханаху ва тааля. Как это приводится от Абу Муса аль-Аш'ари, что один из подвижников, Убейд ибн Амир, когда умирал, он попросил, Абу Амир, умирал, он попросил, чтобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал за него дуа, чтобы попросил за него прощения. И когда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, передали это, он попросил, чтобы ему принесли воду, и он взял тахарат, попросил, чтобы принесли воду, взял тахарат, потом поднял руки и сказал: Аллаху махфирли Убейд Аби Амир, о Аллах, прости Убейду Абу Амиру. И я видел, говорит, белизну его подмышек, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, высоко поднял руки. И потом и сказал также: Аллахума джа'альху яум аль-киямати фаука кафир мин халькика мин аннас. То есть, о Аллах субханаху ва тааля, сделай его в судный день выше над многими созданиями. То есть, возвысь его над многими своими созданиями в судный день. И из этого хадиса извлекается Хафиз ибн Хаджар аль-Аскаляни, как он сказал, объяснил, он сказал, из этого хадиса извлекаем то, что желательно, прежде чем сделать дуа, является желательным действием, не обязательным. Желательным действием это взять тахарат перед дуа. Также одно из желательных действий, когда мы взываем к нашему Создателю, просим Его, это направляться в сторону киблы, в сторону Каабы. Как это делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. На это очень много примеров. Один из таких примеров, когда была битва при Бадр, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел на многобожников, и их было 1000 человек, и посмотрел на своих сподвижников, и их было 319 человек. И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повернулся в сторону киблы, «Thumма мадда ядайхи», и протянул свои руки и начал общаться со своим Господом и сказал: Аллахума, о Аллах, выполни то, что ты мне обещал. Ма ва'аттани. Аллахума ати ма ва'аттани. О Аллах, дай мне то, что ты мне обещал. То есть из этого хадиса извлекаем то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда захотел сделать дуа для того, чтобы одержать победу в этой битве, он повернулся в сторону киблы. То есть это действие является желательным. Но опять же, оговариваемся, это действие не является обязательным. Например, человек едет в машине и хочет сделать дуа, то он может делать дуа в таком состоянии, в ту сторону, куда направляется его машина, сидя на своей машине, даже не поднимая руки, может обратиться к Аллаху субханаху ва тааля. В этом проблем нету. Просто эти действия, они желательны, за это человек получит отдельную награду, если он делает это, следуя пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Также Туфайл ибн Амр ад-Дауси пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: племя Даус ослушалась и не захотела принимать ислам. О пророк, сделай дуа за них, сделай дуа против них. Фаду Аллаха алейхим. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям,
повернулся в сторону кыблы, поднял свои руки, и люди сказали: все, погибло племя Даус, так как если пророк делает дуа, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делает дуа, то эта дуа непременно будет выполнена. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднял руки, и люди сказали: погибли люди, погибли племя Даус. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: о Аллах, наставь на прямой путь племя Даус, о Аллах, наставь на прямой путь племя Даус и приведи их ко мне. И не прошло много времени, как это племя полностью приняло ислам. И таких вот историй, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поворачивается в сторону кыблы, очень много. Также мы можем заметить в этих историях то, что в этих хадисах, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимал руки. И, как это приходит в хадисе, то, что Аллах субханаху ва тааля ястахьи мин абдихи, Аллах субханаху ва тааля стесняется своего раба, когда тот поднимает руки и просит его возвратить эти руки пустыми. Возвратить эти руки пустыми, поэтому желательным действием является это поднимать руки. Также опять оговариваемся и говорим, что это не обязательное действие, но желательно. И это то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Также желательно смиренность, то есть должно быть смиренность во время дуа. Как Аллах субханаху ва тааля сказал: «Валя таджхар би салятика, валя тухафит биха». И не кричи, но и не произноси это тихо. Не произноси это про себя. Хотя шепот в дуа является желательным. То есть, когда человек, его язык шевелится, он слышит, что он говорит, и слышен какой-то шепот. И как приходит то, что сподвижники, когда делали дуа, было слышно шепот. Поэтому вот этот шепот, он желателен. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда люди кричали, делая зикр, он говорил: о люди, будьте мягкие по отношению к себе, поясни, вы не взываете к глухому и не взываете к тому, кто то появляется, то исчезает, а вы взываете к Аллаху, слышащему, который близок к вам, то есть который всегда знает о вас, который всегда видит вас, который всегда слышит вас. Также из желательных действий это является обращение к Аллаху субханаху ва тааля и его именами и качествами, посредством его имен и качеств. Как это приходит, если посмотреть аяты, в котором пророки взывали к Аллаху, посмотреть само действие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обратиться в те дуа, которые он совершал, те дуа сподвижников, рады Аллаху анхум, которые они делали, то мы увидим, что они всегда упоминали имена Аллаха субханаху ва тааля и упоминали те имена Аллаха, которые соответствуют их просьбе. То есть, если просили о прощении, то говорили Гафур, Рахим. Если просили ризк, то говорили Разак, Вахаб. Если просили помощи, то Джаббар, Аллах, Раб. И они упоминали такое имя, которое соответствовало бы их дуа. И поэтому очень важно знать имена Аллаха субханаху ва тааля, заучивать их, изучать смыслы этих имен. Посредством этого мы познаем нашего Господа, познаем Аллаха субханаху ва тааля, что является требуемым в религии. Аллах субханаху ва тааля в Коране больше, чем в 30 аятах указывает нам на это и призывает и говорит: «Фа'ляму», знайте, то, что Аллах Кадир, например, то, что Аллах имеет мощь, силу, то, что Аллах Алим, знающий, и упоминаются имена Его и качества.
«Валилляхи аль-асмауль хусна фад'уху биха». У Аллаха есть прекрасные имена, взывайте же Ему имя посредством этих имен. Поэтому очень важно изучить эти имена, очень важно жить с этими именами. И очень важно дуа делать посредством этих имен. Также ильхах фи дуа ва тикрар. Это просить Аллаха субханаху ва тааля по несколько раз, так как просит попрошайка на улице. Вот так же просить у Аллаха субханаху ва тааля. Как попрошайка не отстанет, пока ты ему не дашь, так же и надо просить Аллаха субханаху ва тааля, то есть повторяя это по несколько раз, показывая свою нужду в милости Аллаха субханаху ва тааля. И как приходит в хадисе, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: пускай ни один из вас не говорит: «О Аллах, прости меня, если ты хочешь». А пускай говорит: «О Аллах, прости меня». «О Аллах, смилуйся надо мной». «О Аллах, дай мне это». Пускай показывает свое желание, говорит. Потому что Аллах субханаху ва тааля нельзя принудить к чему-то. А когда ты говоришь: «О Аллах, если ты желаешь, дай мне», то это как будто Аллах субханаху ва тааля можно принудить дать, когда он не желает. Поэтому адабом является это просить и говорить, просить у Аллаха субханаху ва тааля и как бы настойчивость должна быть. Также нельзя сужать рамки в дуа, как это приходит в хадисе, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям встал после намаза, и мы стали вместе с ним, и пришел бедуин, сел и сказал: «О Аллах, ирхамни ва Мухаммадан», «О Аллах, дай свою милость мне и Мухаммаду, и больше не давай никому помимо нас». И больше не давай помимо нас. То есть сузил широкое. И вот это сужать широкое, то, что Аллах субханаху ва тааля дает, то, что Аллах субханаху ва тааля сужать его милость, это также является нежелательным действием, запрещенным действием. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям и сказал ему: ты оставил широкое, сузил широкое. Поэтому просить за себя, просить за других. И не надо говорить только мне, только так, а именно говорить в общих формулировках. Также стараться делать те дуа, которые научил нам пророк саллаллаху алейхи вассалям. А в особенности те дуа, которые приходят в Коране. В Коране очень много приходит дуа, которые делали пророки, которые делали праведные люди, которые Аллах субханаху ва тааля нас обучает делать, совершать. Поэтому, раз Аллах субханаху ва тааля уже указал нам: вот взывайте таким образом, то верующий в первую очередь должен стараться изучить это дуа, потому что слова Аллаха субханаху ва тааля, они являются наилучшими словами, они являются совершенными словами, в которых нет недостатков. И если ты взываешь к Аллаху субханаху ва тааля этими дуа, то твое дуа приобретает такое совершенное качество, совершенное состояние. Поэтому надо стараться выучить. Это не так много, их не так много, но поэтому это возможно, и это несложно. Поэтому, если ты, в особенности человека, если часто будет приучать себя делать дуа, что требуется, то заучить это будет не таким уж и сложным делом. А следующее — это уже слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, те дуа, которые обучил нас пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и пророку, саллаллаху алейхи вассалям, были даны слова, то есть Аллах субхану тааля дал ему
такую способность – это говорить мало, но вкладывать в слова большие смыслы. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его дуа, который он делал, не такие длинные, не так много слов там, но ученые, бывает, по несколько уроков дают, объясняя эти дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть огромные смыслы вложены в эти слова, и если человек будет постарается выучить и делать дуа, который нас обучил Аллах, который нас обучил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то этот человек приобретет счастье в этом мире и в следующем мире. Дуа фирраха. Старайтесь много делать дуа, когда вам хорошо. Когда у вас нету проблем, когда у вас свободное время. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучая Абдулла ибн Аббаса, сказал: «Та'арраф иля Аллахи фирраха, я'рифка фи шидда». Дай знать о себе Аллаху когда ты в хорошем состоянии, когда у тебя есть свободное время, когда ты не болеешь, когда у тебя нет какой-либо нужды. И Аллах Субханаху ва Тааля даст о себе знать, когда ты окажешься в тяжелой ситуации. Поэтому надо приучать себя делать дуа, много делать дуа, чтобы Аллах Субхану Тааля открыл для тебя слова, чтобы Аллах Субхану Тааля открыл перед тобой врата, чтобы это стало твоим качеством. Также надо обратить внимание на то, что это халяль, чтобы еда была халяль, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал о человеке, который сделал вроде бы все причины. Он был в сафаре, в пути, он поднимал руки, он обращался к Аллаху Субханаху ва Тааля его именами и качествами, его волосы были растрепаны, а одежда покрыта пылью. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что этому человеку не было ответа, так как его еда была харам, его одежда была харам. То есть вся жизнь его была связана харамом, и поэтому мусульманин должен сторониться, так как это является очень сильным препятствием принятием Аллаха Субханаху ва Тааля дуа человека. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.